300 лет назад, 8 февраля 1724 года, император Петр I издал указ о развитии науки в российском государстве. Благодаря ему в стране появилась Академия наук и художеств. А с 1999 года в этот день отмечается День науки. И сегодня Олег Николаев заявил о создании научно-технического совета при главе республики. Празднование прошло в Чувашском государственном университете. Сегодня день, когда точно нужно сделать для себя маленькое открытие. Эти молодые люди делают открытие чуть ли не ежедневно. Олег Николаев ознакомился с разработками студентов и аспирантов госуниверситета, которые имеют прикладное значение. Что есть спрос на такие умные замки по биометрии, по отпечатку пальца и коду. Но единственная проблема – нету на русском языке. Мы заказали ручку, наняли актера, озвучили на русском языке, поставили свое программное обеспечение. И это дает огромное преимущество нашим чувашским производителям повысить цену и продавать двери. Распознают также по лицу, отпечаток пальца. Разработка «Умный сад» поможет любому стать заядлым ботаником. Гидропонная система выращивания зеленых, овощных и декоративных культур позволит получить хороший урожай без использования почвы. А робот-промобот Сергей развивается. Сейчас он обучен машинному зрению и распознаванию звуков и лиц, способен ответить на некоторые вопросы и даже пожать руку. Депутат Госдумы России Анатолий Аксаков, увидев эти разработки, отметил: Чувашии повезло, что у нас есть такие ученые. Будущее нашей страны как раз будет определяться мозгами, интеллектом. И вы носители этих мозгов, этого интеллекта. И мы на вас очень надеемся. Вся страна на вас надеется. Дело науки – служить народу, сказал Лев Толстой. Нынешние разработки, внедренные в жизнь, позволят и дальше нашей стране подниматься на новые высоты. Ситуация, которая идет, и давление с внешних стран позволяет и, наверное, позволило создать вот этот феномен сегодня импортозамещения, когда страна настолько быстрыми темпами стала развивать свою науку, внедрять и импортозамещать те разработки, которыми нас пугали, а это в итоге превратилось в наше конкурентное преимущество. Олег Николаев поставил задачу продолжать работу по созданию условий для молодых ученых, участвовать в федеральных проектах и грантовых программах. Чувашская республика не обладает базой исследовательских институтов, не имеет академгородков, но добивается хороших результатов в научной сфере за счет взаимодействия вузов и ведущих предприятий. Имеем очень хорошие, во-первых, текущие результаты с точки зрения, как уже сказал, внедрения тех или иных исследований. А самое главное, очень хорошие наработки, в том числе во взаимодействии с нашими ведущими кластерами. Это прежде всего, конечно же, электротехнический кластер, это машиностроительный кластер, который сегодня активно внедряется. Ну и, мне кажется, очень перспективное направление – это исследования в области Маглева, которые могут стать прорывными в области перемещения грузов, а может быть даже в перспективе и пассажиров за счет левитационных процессов. А в этом направлении важной станет работа научно-технического совета. Он будет определять конкретные шаги для внедрения теории в практику. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Национальное телевидение Чувашии.